У нас в городе очень много талантливой молодежи, которая где-то там в каких-то на заводах, кто-то где-то снимает, делают какие-то вещи, об этом мало кто знает. Когда полностью. Представь стройка, да, там ничего нету, голые стены, и мы из того, что могли, сделали декорации, там какие-то, подсветки. Делали небольшие, как это, сцены концертные. Я прослушал. Тургиды, они нам звонили и просто объясняли, что есть нереальные очереди практически к каждому объекту. Миром будут управлять дизайнеры. Типа в будущее за дизайном, за творчеством, за искусством. Меня зовут Артур Бизиков. Меня зовут Марат Макиев. Мы одни из, да? Ну да, мы участники творческой мастерской Махкон. Начинали мы как? Мы познакомились с Артуром, проект «Портал», наверное, такой знаете, да? Вот, у его истоков стоял с ребятами, с Альбертом Тугоевым и с Тимботом Гукаевым, стоял еще, там еще были ребята, были Артур Бизиков. Вот, я с ним познакомился тогда, когда «Портал» только-только зарождался, это было еще на территории строящегося нацмузея. Вот, пришли, познакомились, поняли, что можем вместе что-то делать, общие интересы, вот и пошло. И попробовали сделать там прям несколько проектов, да? Да. Один из проектов там был этот стрит-арт фестиваль. Стрит-арт фестиваль. Это большие рисунки, которые, ну, в городе, допустим, подобное не проводили. Ну, может, проводили там вообще давно-давно, какие-то просто красками, а тут именно прям граффити такой. Фест маленький был. Да, мы позвали известную стрит-арт-команду в России, наверное, самую известную стрит-арт-команду в России, это Zouk Club. Вот, они как бы выступили хедлайнерами. Мероприятие было, по-моему, дня 3 или 4. Там первые 2 дня это теоретическая часть, они вот рассказывали, мастер-класс про историю стрит-арта. А потом уже допустили на стены к рисованию, допустили всех желающих. То есть кто что хотел, тот и рисовал, соответственно. Ну, они сами сделали тоже один большой рисунок. Один? Они сами больше вот, вот это, в этом в башлыке. В башлыке там с закрытым лицом. Да, после этого эти ребята приезжали еще несколько раз. 2 фестиваля стрит-арта сделали в Южной Осетии, в Схинвале. Очень хороший. Фестиваль мы назвали «Эдзук», типа совместно с Zouk Club. Вот. После этого понеслось, все названия хотели делать такие современно астинские какие-то. Было мероприятие Хиконт на тот момент тоже такое в городе еще не делали. У нас в городе очень много талантливой молодежи, которая где-то там в каких-то на заводах, кто-то где-то снимает, делают какие-то вещи, об этом мало кто знает. И мы вот толпой придумали Хиконт, ярмарка местных мастеров. Да, эта ярмарка, как бы целью было не просто провести такое мероприятие городского масштаба, а именно познакомить людей с творчеством местных мастеров. Как бы здесь даже 2 задачи реализовалось. Это, во-первых, познакомить, кто-то из них смог что-то продать. Ну и еще, когда собираешь вместе людей, допустим, творческой направленности вместе, которые что-то производят и видят это как делом своей жизни. Соответственно, у них есть цель на этом как-то заработать. Там и обсуждались какие-то механизмы и продаж, и продвижения в интернете в том числе. То есть это был такой клуб свободных ремесленников, где вот проходили вот эти вот мероприятия. А он проходил, наверное, крупные проходили раза 3-4. Да, это вот на заброшенной на тот момент, слава богу, сейчас уже все реализовано, на заброшенной стройке нацмузея. Вот. И... Мы там сколько могли своими силами, ну, представь стройка, да, там ничего нету, голые стены, и мы из того, что могли, сделали декорации там какие-то, подсветки. Делали небольшие, как это, сцены концертные. Там этот
Да, с козырька прямо на проспект Мира, если кто помнит, не знаю, в формате открытого микрофона проходил концерт просто на целый день. Тогда это был, наверное, самым таким громким. Ну да, затащили туда барабанную установку, колонку. Они барабанят, внизу собирается очень много людей. Нас вызвали в отдел. Типа, что это такое? Что это происходит, да. Ну, пожаловались там. Но было, как сказать, шумно, интересно, и многим понравилось. И после этого задавался вопрос, когда будет подобное, чтобы... Следующий, да, то есть желающих с каждым... И участников, и смотрителей. Да. То есть социальный запрос такой был, мы попали прям в точку, и сейчас Хиконт... И понеслось. Да, и понеслось. Ну, не просто было, на самом деле, подойти, как, так сказать, правильно к этому, к реализации, ну, с моей стороны, да, у меня техническая инженерная мысль не такая, и дизайнерская не такая развитая, как у Артура, но, тем не менее, как бы, то, что хотелось это сделать, да, поучаствовать в таком масштабном и нужном во всех понимании процессе и проекте, как вот эти арт-объекты, нам хотелось и изначально. Меня немножко пугало, там, например, я технические какие-то моменты не совсем хорошо понимал, но мое желание, вот это, оно перекрывало все. Тем более я всегда уверен в том, что техническая, инженерная, дизайнерская, вот эта вся история у Артура в голове, она более максимально собранная. Вот. Ну и как-то так решились сделать вместе этот проект. Мы его делали не вдвоем. У нас еще есть ребята, с которыми мы работаем, еще 5 человек помимо нас. Мы просто разделили объекты на по сколько-то человек. Кто-то один отвечал за это. Что, ну, нам более интересно даже было так работать. Там, допустим... Ну, не то, что обязанности, не обязанности, скорее всего, а, не знаю, там... Ну, вот Анзор, допустим, да, Анзор делал фишн. Да, ну, по большей части, как бы, если так можно назвать, менеджер фишена был Анзор, да, Бакиев. Там. Барса сделал, Давид, там, и вот каждый вот так, там, Джигита сделал, там, Влад Джиджоев, скамейку сделал, Сослан Кадиев, все, кто нас знает, они знают прекрасно этих ребят. Мы познакомились с ними, ну как, познакомились, может быть, и раньше, да, но работать мы начали вместе, может, кто знает, был такой фестиваль электронной музыки Void. Может, кто слышал? Нет? Слышали, да? Вот. Собственно, в этом проекте мы все и завязались с этими ребятами. Много из объектов, какую-то часть мы делали зимой, потому что, ну, это так выпало из-за пандемии, которая нас растянула до зимы. И нам пришлось в холод какие-то позиции ставить. И из-за этого часть недоделанных. Там, допустим, у Коста не покрашено что-то, у буквы ножки видно некрасиво, нам это очень не нравится. И вот мы буквально недавно закончили последний объект, и у нас будет маршрут, где мы будем доделывать все это, докрашивать, чтобы не было возмущений. Ой, какие они ножки там некрасивые. Да, самое важное было просто к сезону успеть, к туристическому, успеть сделать основные части, естественно, облагородить эти места необходимо, мы будем это делать. Заказчиком выступал у нас комитет по туризму, соответственно, задача была поставлена ими или перед ними, да. Ну, соответственно, запрос такой есть, да, чтобы арт-объекты были. Зачем они нужны? Ну, во-первых, нам кажется, что они неплохо смотрятся в тех местах, где они есть. Они так или иначе связаны с культурой, там, Осетии, да, там фрагменты нардского эпоса, и исторические моменты затронуты какие-то. Вот, соответственно, для того, чтобы популяризовать нашу культуру, в глазах приезжих, в глазах туристов. Для туризма они сделали нормально. Это показатель просто буквально, когда были доделаны объекты. У нас друзья, которые занимаются туристами, как его? Ну, гиды. Ну, гиды, да, тургиды. Они нам звонили и просто объясняли, что здесь нереальные очереди практически к каждому объекту. Ну, какой-то огромный плюс, я думаю. Буква А, вот ее первый уровень, да, он сделан для того, чтобы на нем можно было спокойно сесть. Это скамейка, да, грубо говоря. Скамейка, то есть расположиться, она еще такая покатая, и сделать нормальные фотографии. То, что было там, залазили наверх, прочее, да, это, ну, на их усмотрение. Естественно, нежелательные моменты, но сказать, что мы удивлены, там, ну, скорее всего, нет.
Ну, хорошо, что там не было. Ну, приезжали, вот гид наш, да, товарищ Анзор Макеев, вот он приезжал показывать нам фотографию, перед буквой весь измазан грязью. Ну, как она могла туда попасть? Если ее просто руками не намазать, Ногами там. это невозможно сделать. Ну, то есть, чей-то ребенок, как минимум, просто взял грязь и вот так ее размазывал. И чей-то родитель не убрал за своим ребенком. Да, как-то так. Большинство туристов, которые приезжают, они, как правило, ездят группами. Большинство туристов. И эта группа, она выходит, вот разом вышли с машины, с ними из местных ездят несколько человек. Вот сколько раз мы там и на установках, и просто ездили в горы, они выходят, что бы у них в руках не было, ничего из этого никогда не остается вне автобуса. Да. Это 100%. Ну, это те, которые ездят группами. Есть там отдельные, которые уже там в нетрезвом состоянии могут где-то быть, там уже частники, так скажем. Вот, допустим, мы были в Портале, да, там делались изделия какие-то, вот как конь железный, там еще какие-то были объекты, именно вот арт-объекты вот такие. И наше предложение было поставить их в городе. То есть он один, ну, создавать и ставить их в городе. И на это почему-то был отказ. Мы там и места какие-то смотрели, предлагали, и хотелось развивать вот в этой стороне. И у нас были отказы. Потом еще пару каких-то отказов по каким-то, не помню, вещам. Мы решили, типа, мы сделаем пока сами все, что мы можем, чтобы, ну, люди увидели, что мы можем сделать, а потом уже легче разговаривать. Ну, допустим, на данном этапе мы хотя бы можем показать, что мы две железки между собой можем сварить. Вообще хочется развивать творчество, хочется развивать творческие индустрии, потому что мы понимаем, что за этим, скорее всего, будущее. Если кто-нибудь смотрел фильм «Август», где Джош Хартнетт, старый фильм, он там посвящен событиям 2008 года, кризису. Там были произнесены такие слова, я запомнил почему-то по сей день, что все менеджеры, мы все можем стать менеджерами, да, все можем стать администраторами и управлять чем-то там как-то, но в скором времени, это говорилось в 2008 году, миром будут управлять дизайнеры. Типа будущее за дизайном, за творчеством, за искусством, и я с этим полностью согласен, что именно это и есть. Все стандарты, они приходят, они развиваются своим как бы ходом. А что касается творчества, оно все-таки это талант, а талант не может быть, безусловно, приобретенным. То есть это что-то исключительное, индивидуальное. Поэтому нам хочется развивать именно творческие индустрии в нашей республике, потому что потенциала у них очень много в творческой молодежи. Как бы мы привыкли, что в обществе есть там понятие, что если в стране все хорошо, в мире все хорошо, творчество развивается только тогда. Как бы, если тебе не надо там работать, зарабатывать на хлеб, да, то ты можешь заниматься творчеством. Если все спокойно, у тебя там идет какой-то свой заработок, да. Но сейчас вот мы можем сказать, что сейчас кризисное время, наверное, во всем мире. И пандемия, и финансовая ситуация, да, одно от другого. Вот. И люди, те, в которых есть талант творческий, они от творчества сейчас отходят и пытаются как-то прокормить свои семьи. Наша задача, ну она как бы задача это очень высокопарно, да, наша цель, наверное, это сделать так, чтобы люди попробовали своим творчеством прокормить свою семью. Ну, вот идеальная картинка этого всего, чтобы творчество давало прибыль, самореализацию, энергию. Ну а если вы говорите про то, как это возможно сделать, да, и наше видение по этому поводу, то в мире и в России есть уже несколько, наверное, сот прецедентов таких мест, да, они называются там, кто называет их арт-пространство, творческие кластеры, да, это то место, где объединяются люди, связанные так или иначе с творческими индустриями, вот, и в кругу единомышленников все делается легче. Это рабочая экономическая схема даже. Надолго, естественно, то есть это не высчитывается, там, сколько они заплатят аренды, там, либо еще что-то, а то, какой творческий интеллектуальный продукт они сделают и какую выгоду он принесет в первую очередь им, во вторую очередь как бы потребителям этого всего творческого продукта.
Ну, вы все знаете, там, Центр современного искусства «Гараж», там, дизайн-завод «Флакон», там, винзавод, это если говорить в России, «Арт-стрелка», «Арт-квадрат», там, ну, много что есть. А в мире побольше, наверное, всего этого интересного. Хочется просто, чтобы та молодежь, на которую мы рассчитываем, да, вот, чтобы она не ленилась, чтобы она верила в себя, чтобы она позволила своим чувствам исследовать это пространство. Я думаю, что что-то из этого получится. Наш народ, он очень творческий народ, и мы в него верим. Дай Бог, чтобы все получилось у вас, чтобы не было войны. Мне было очень приятно. Вот ребята, которые с нами в команде, да, они участвовали в создании объектов. Вот. И потом, когда их родители увидели то, что они сделали, это было, ну, вот эта улыбка, эта радость их мам, я их просто видел, вот и как им было приятно. На самом деле это очень дорого стоит. И хочется, чтобы у большинства молодых людей, девушек, их родители также радовались за своих чад. Мы максимально постараемся для этого сделать все, что мы сможем.